Самый ход всегда интересовало, почему фраза типа «Ерхаевайна» означает «вот-вот придет». На свои вопросы я всегда получал стандартный ответ «так говорят», но если осваивать фразы, исходя из логики «так говорят», то надо оказаться в языковой среде. А если ты осваиваешь язык вне его среды, то просто необходимо понимать логику построения тех или иных фраз. Давайте разберем фразу «Тремна Ерхаевайна», дословно «он наш вот-вот придет», а по смыслу «он вот-вот придет». Итак, мы знаем, что долгое гласное в конце слова – это сокращенное местоимение ойрынго со значением «свой». То есть, вот это окончание долгое «е» из слова «ерхе» мы выносим вперед, и у нас получается «тремна ойрынго ерхевейна». Но после причастия «ерхе» мы знаем, что должно стоять, определяем им существительное. И поскольку речь идет о том, что он вот-вот придет, то есть придет в самое ближайшее время, значит, этим существительным является слово «сак», которое, как мы знаем, очень любит выпадать после бурятских причастий. Но поскольку речь идет о том, что он, скажем так, находится во времени своего прибытия, да, то мы должны слово «сак» употребить в дательном местном падеже, то есть сказать «сакта». Итак, полностью тремне ерхевейне будет звучать как тремне урынго ерхе сактавейне. То есть он находится во времени своего прибытия. Или он вот-вот придет. Осваивайте бурятский язык, тахилма затара варьте.